Октябрь, Япония, Киото и ежегодный международный форум «Наука и технологии в обществе». Здесь говорят только об инновациях и ведут переговоры на перспективу. На открытии форума Россия анонсирует новый проект. Россия представит свои достижения в области беспилотных автомобилей при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это тот самый беспилотник от КАМАЗа, совместный проект с инжиниринговым институтом НАМИ, итог предыдущих переговоров. Детальное обсуждение совместных проектов проходит уже в кулуарах форума, тет-а-тет с премьером Японии и учредителем форума. А уже на встрече с министром экономики Японии раскроют детали разговора. При встрече господин Дворкович и господин Эбе был разговор, что у вас будет визит в Россию. Мы были бы рады, если бы вы нашли возможность посетить нашу республику. Мы на один час ближе к Японии расположены. Япония и Россия сотрудничают по 8 направлениям. Проекты в области химии и медицины реализуются в Татарстане. Мицуи и Тойо Инжиниринг сотрудничают с предприятиями группы компании «Таиф». Йокогава Электрик Корпорейшн занимается автоматизацией предприятий и инжиниринговых центров. А Эйдес совместно с Рикен и университетом Джон Тенда выпускают мобильную систему диагностики инфекционных заболеваний и вместе разрабатывают роботов-симуляторов для операций. На полях форума говорят о новых проектах. Рикен готов расширить сотрудничество. Рустам Минниханов предложил кооперироваться с университетом Иннополис, обменяться научными программами с IT-городом Татарстана, готово и агентство по науке и технологиям Японии, та, что в стране отвечает за зеленые инновации и нанотехнологии. А институт Митсубиши совместно с вузами республики оценит развитие общества, экономики и промышленности. Фармацевтическая компания Rokta Pharmaceutical может разместить в Татарстане производство глазных капель. Это уже Токио, и здесь говорят о высокотехнологичной медицине. Компания Токусикай занимается лечением онкозаболеваний. Строительство медцентров в других странах поддерживается японскими банками. А в Бразилии, к примеру, кардиологический центр возвели и вовсе на безвозмездной основе. Рустам Минниханов поручил министру здравоохранения Татарстана определить формы сотрудничества. В Татарстане уже имеется положительный опыт привлечения японских финансов. 2 года назад был запущен завод «Аммоний». Японский банк международного сотрудничества помогает в создании платформы для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке. Татарстан рассматривают в качестве одного из стратегических партнеров. Такие проекты должны дальше и дальше появляться. Перспективные области для развития бизнеса в Татарстане обозначают уже на бизнес-форуме. Дальнейшему развитию Татарстана и японского сотрудничества будет способствовать открытию в ближайшее время нашего представительства. В рамках форума подписали протокол о намерениях между Татарстаном и компанией Йокогава Электрик, а также соглашение о намерениях между компанией Мияка Capital Ltd и инвестиционно-венчурным фондом. Лисан Сабирова, Марат Хусаинов, ТНВ, Япония.